Господа хорошие, а что вас так много-то? Что вы тут все делаете-то, вы, шаровыги? Здорово, елки-палки, а? Привет, студент! Как ваши дела? Да вот хожу по студии, вспоминаю, что где было, елки-палки. Вот Кирилл Владимирович Арестов и что, мой духовный пахан, Георгий Аркадьевич Хорохоркин, Федька Мансуров, Виктор Иванович Беспалов. Вот Витька Щеглов за камерой. Василий Саныч Абрамов, старейший наш оператор. Марат Шигудинов – это пацан нового поколения. А это вот старички. Вот Искандер Герфан Шамсудинов. Это Юрка Гвоздь с Витькой. Да. В 5 классе мне сестра подарила фотоаппарат, смену 2. Я, находясь в школе, уже снимал на любительскую кинокамеру, а уж фотографировать, так мама не горюй, всех, кого надо и кого не надо. И когда заканчивал школу, я думал, что институт есть, в ГИК же, надо бы туда поступить. Но насколько была очень умная у нас классный руководитель Ольга Гельмеевна Мустаева, которая сказала, ты знаешь, в ВГИК только по блату. Она мне не сказала прямо в глаза, что ты не поступишь туда. Я это потом только оценил, что поступить в ВГИК нужно же что-то знать. То, что я умею фотографировать и снимаю любительское кино, это не есть фундамент для поступления в ВГИК. Единственное, что мне потом еще ребята удивлялись для поступления в институт характеристика, как она мне написала такой момент – гибкость ума. Я думаю, что это такое? 25 лет с нами Морозов Николай. 25 лет. Тогда же видео только начиналось, ВХС на кассеты. Мы привыкли снимать на кинопленку, да? А тут какая-то фигня. И сейчас смотришь, думаешь, ну да. Наивностью своей прекрасен этот материал. Из заснеженного Кремля машины. Да. Когда Асхат Ахметович был министром внутренних дел, мы целый цикл таких сделали. Участковый, следователь, эти самые убойный отдел. Создание положительного образа сотрудника правоохранительных органов. Я не могу себе позволить, чтобы в нашей картине с экрана врали. Коля рассказывал, что они, значит, были во Дворце культуры Ленина, на 3-м этаже разговаривали с директором и просили разрешения снять. Тот говорит, нет, нет, этих ребят, они там как тренировались, что такое не надо, они нас, не дай бог, чего. Пошли обратно по лестнице, заглянули в зал, а там ребята эти вот, у них что-то вроде школы было, они какой-то такой танец исполняли, так поворачивались. И Коля поставил камеру, снял этот кадр, вот до меня, у меня он до сих пор поражает до глубины души. Тяжелый такой взгляд молодого человека, ряды этих бойцов. Я бы на месте Коли, наверное, струсил просто. Да и не только я, думаю. Мне бы хотелось сказать, что он всегда был как-то на передовой, если есть такой вот термин, на передовой всех событий, которые происходили в нашей республике. Самые знаменательные, вот для нас, за всех, врачей и учеников известнейшего профессора Михаила Семеновича Сигала, вот он оказался в этот день, в этот час
Последние кадры. После операции выходит профессор Сигал. Михаил Семенович стоит у раковины, моет руки, машет рукой. Это последние кадры. Через час он умер. Самое главное, наверное, его умение передавать эмоции. И я никогда не забуду эту женщину, которая родильницы, которые приложили на грудь ребенка, и это ее слеза, которая катилась, и весь зал рыдал, просто не мог удержать своих эмоций. Наверное, это характеризует профессионала своего дела. Эмоции, настроение. Протяните руку дружбы, протяните, чтоб почувствовал я вашу теплоту. И тепло обеих рук соедините, чтобы песня не звучала в пустоту. Эту песню ветер странствий принесет вам из тайги. Мы подъезжаем, я говорю дежурному: рядовой Морозов с шуткой прибыл. Все понял, садитесь. Мы выезжаем на своем кинохроникере, я знаю, что сзади точно едет без всяких опознавательных знаков какая-нибудь легковая машина. И если я выхожу с камеры, я знаю, что обязательно сзади меня как минимум один человек ходит. Были такие ситуации, что я, закончив снимать, что-то возвращаюсь, ментовская машина стоит рядом, оформляет протокол. Я говорю: что такое? Да ты что, не понял, что ли? По тебе ж кидали. Знаете, оружие было у группировщиков. Шарики с градирин ТЭЦовских. Они их заворачивали в снег и помина пуля. И вот их это самое... Ну, то есть там была ситуация, конечно, много, но ведь не замечаешь этого ничего. И результат. Они собираются в разных этих беседках, там, обсуждают, на кого что делать, набеги, там. Ну, уже свои планы. Получились у них как разделение территории там же. Район на район обычно враждуют. Ну и в районах там тоже по улицам уже тоже вражда идет. Сейчас в основном все на этом держатся, в Казани. Вот этот Максимов, который там был у нас на суде ДК Маяковского, все прочее, какая у них там судьба. Про одного, например, из его команды, из его группы, мне уже рассказали ребята, что он там плохо на зоне кончил. Это сам ушел уже из жизни, а другой, кем они сейчас стали, вот интересно. Но там у нас такой задачи и не стояло влезть к ним в душу. Нам нужно было просто шокирующие моменты, чтобы они сами на себя посмотрели со стороны, какие они волчата. И к чему это все приведет. После окончания школы в Казани было 3 самых популярных вуза. Университет КАИ КХТИ. Мы с моими друзьями и одноклассниками встали на площади Свободы, кинули монетку, попало КАИ. Но придя в Казанский авиационный институт, я очень благодарен. КАИ же это пуп земли. Проучившись там 3 курса, пройдя картошку, пройдя целину, я постоянно занимался тоже киносъемкой. Доходило до того, что я иду с обвешанной осветительными приборами и с камерой в руках, и навстречу преподавателю по мат-анализу говорит: Морозов, вы куда? У нас сейчас контрольная, курсовая, все прочее. Я говорю: некогда, у нас фестиваль факультетский, нам кино надо снимать. Я всегда всем говорю, что я по душе каист. Это вот никто этого мне не отнимет. Даже во ВГИКе, когда учился, я говорил, что я каист, а не вгиковец. Ах, что за наказание мне с этою Казанью? Ведь только раз здесь побывал, а тянет, как домой. Сквозь грозы и метели зовет меня Апрелия. Страны такой, как эта, не знаю ни одной. Страны такой, как эта, не знаю ни одной.
я что-то подумал, что я все-таки в кино хочу. А кино было киностудия, я даже не думал, что на телевидении еще и кино снимать. Я пришел на киностудию, говорю, я хочу в кино. Кем? Кем угодно. А мне говорят, а у нас тут есть должность вакантная, только замбухгалтера. Я говорю, давайте я бухгалтерские дела освою. Я говорю, что угодно, лишь бы в кино. Они... Хороший такой дяденька был, начальник отдела кадров, он посмеялся и говорит, ты иди на телевидение, тут недалеко. Там тоже кино снимают. Я говорю, как, да? Да. Прихожу, Байчурин у нас там был такой зам по производству на Казанской студии телевидения ГТРК. Было место свободное осветителей. Не павильонные осветители, они разделяются. Павильонные осветители и репортажные для киносъемок. Вот меня он устраивает на работу. Я почему хорошо этот день запомнил? Потому что я говорю, я завтра могу выйти на работу? Он говорит, нет, завтра можешь не выходить. Я говорю, почему? Он говорит, у тебя завтра день рождения. Словно окна наши души встретят холод очень стойко. Наши окна, наши души для тепла прозрачны только, но по-детски беззащитны против камня и огня. Это раньше была безвыходная ситуация. Камер у тебя, личных камер не было. Это в 90-е годы, например. У меня сейчас этих камер, кинокамер для кинопленки штуки 3 есть. Раньше же только на студии надо было там арендовать, тем более монтажная, тем более проявка. Это же все. И поэтому все были привязаны к какой-то структуре, и там автоматически шел процесс обучения. Понимаете, у нас же все проходит через ассистентство. Никто не станет нормальным режиссером, пока он не пройдет этап ассистентства, не только потому, что он не может и не может, вернее, не хочет там или чего-то, или он не такой умный, да, он просто не имеет возможностей. Понимаете, он должен на каком-то фильме быть ассистентом оператора, ассистентом режиссера, чтобы столкнуться с этим. А сейчас этого не надо. Сейчас у тебя башка на плечах, если ты интересуешься, пожалуйста, интернет, пожалуйста, компьютер. Твори, дерзай, выдумывай, пробуй, но чтобы не только самому нравилось. У меня был специальный чемодан всяких фильтров. На Казанском оптико-механическом заводе, в Государственном институте прикладной оптики, у меня были друзья, которые по моей просьбе конструировали всевозможные фильтры, но до смешного доходило. Даже у них какой-то брак по оптике где-то туда-сюда. Они не выкидывали его, они говорили, Коль, попробуй, может, тебе понравится. А с другой стороны, я приходил и говорил, вот мы ушли на Северный Ледовитый океан снимать корабли, а у меня была мода такая, зональная линза, искажающая изображение, а внутри отверстие для нормального изображения. Я говорю, мужики, а вы мне сделаете линзу, чтобы было внутри не кругло, а продолговато, под форму корабля. И мне это делали. Что вы в Казани делаете? Что мы в Казани делаем? Отдыхаем. Да. рублей за минуту причем. Видите, вот проехал дубль, 500 рублей да ты что? В кармане. Ну, потом придется отдать. 20 дублей по 500, прочитайте, пожалуйста. Так зарабатывают российские киноактеры. Забери у меня бороду. Забери у меня последнее, что у меня есть, бороду. Алёш, ты куда? Вадим Малановский. Веселье закончилось, поехал работать. Aytgan yurakda bizni Morozov tushirganda aytganni suvlari Связанный с отцом, это, конечно, командировки, в которые он меня брал, нас с Дашей, с сестрой брал с самого детства. А потом, чем старше я становился, тем он уже больше меня брал и уже брал в командировки целенаправленно, чтобы я помогал. И уже работал у него как ассистент. То
То есть я абсолютно спокойно перезаряжал кассету с пленкой и в мешке в зарядном, и в зарядной на киностудии. Он уже не так, что там, как, ну, на, попробуй, так сказать, то есть почувствуй, что ты как-то нужен. Нет, он полностью доверял. У нас тогда, когда еще машин не было, у нас был мотоцикл «Иш Юпитер» с коляской. Сижу, значит, это самое, за рулем я, сзади сидит супруга, в коляске сидят в шлемах сын, дочка и еще собака в ногах. И камера там же в багажнике. И вот мы таким вот веселой компанией. А потом, когда уж машина пошла, так, конечно, на всех фестивалях «Красная восьмерка». Открываем дверь, выбегает собака, потом выходит жена, у нее свои друзья в авторском миру, у нее свои там терки с девчонками. А эти выходят с одной камеры, там штатив, все это, через это все прошли. И, извините меня, опыт работы в кино у них со школьной скамьи. Мы ездили, снимали Грушинский фестиваль с камерами. Он с одной камерой, я с другой камерой. Это там очень ответственная гора. Чаще всего бывал в последний день дождь. И ты с камерой в одной руке, со штативом, в другой руке еще на плече аккумулятор. Ты бежишь по этой горе, падаешь, разворачиваешься так, чтобы камера была не в грязи. Ты сам был в грязи, но только не камера. Но ты должен добежать до верхней точки, потому что отец снимает снизу крупные планы, а тебе нужен общий план горы. И вообще скользко, и тут сидят люди, они на тебя ругаются, а ты должен дойти наверх. То есть у меня даже как бы вопросов таких не было, понимаете? Вот раз он сказал «надо», значит «надо». Вот это окошко, но оно, мне кажется, сейчас намного выше, у нас оно было пониже немножко. Или, может, это из той категории, что вода была мокрее и снег белее. В это окошко было удобно операторам наблюдать всех тех, кто идет к нам в кинокомплекс. То есть мы заранее могли приготовиться, кто же это там к нам идет. И свою любимую жену сегодняшнюю я увидел тоже из этого окна, когда она шла первый раз на работу в кинокомплекс, в контрольно-измерительную лабораторию. До сих пор в голове этот кадр. Моей супруге, знаете, что я вам хочу сказать? Ей за такого мужа памятник надо поставить. Вы понимаете, я сам иногда удивляюсь, думаю, елки-палки, насколько она меня понимает. Не, ну для порядка, конечно. Все разведет, все построит. А потом, вот у тебя опять, как всегда, я говорю, да ты подожди, еще не случилось. Нет, все, ты. Я говорю, ей только памятник надо поставить за то, что она так понимает. Ну, видно, вот были такие отношения, что за что меня и теща очень любила. У нее, кроме моей жены, еще 2 сына было. Так она со мной была дружнее, чем со своими сыновьями. Ну, так я даже несколько предложений по-татарски могу сказать. Нарса киря кайдаки тыкбарамс. У деда была пасека, у его отца были пчелы, он ему тоже помогал содержать. Но дед жил последние годы своей жизни, постоянно в саду находился. Поэтому он постоянно за ним следил, а отец у меня приезжал так набегами и помогал. У меня это не передалось, к сожалению, отцовское. Это я боялся пчел ужасно просто. Я на эту пасеку, он даже смеялся. Он, иди, говорит, одевайся, пойдешь помогать, сейчас я тебя буду. Вот это единственное, к чему он меня через силу пытался приучить, не приучил. Я тебя жду, там все, приходи. Я выхожу, он ржет, потому что он стоит в майке, в трико там и в шлепанцах. Я одет как космонавт, хуже даже. У меня вообще ни 1 миллиметра нет на теле, не закрытого. То есть у меня тут все это вот я еле-еле передвигаюсь, он стоит, смеется, а он в футболке стоит. Вот такие случаи тоже были. Я где-то вычитал, что плазма нашей крови точно соответствует составу океанской воды. Поэтому быть моряком совершенно естественно для настоящего мужчины.
Еще мальчишкой я стремился быть моряком. Я рос у моря, и дед как-то взял меня на рыбалку. Меня укачало самым безобразным образом. Дед вывез меня на берег, покачал головой и сказал: «Не знаю, кем ты будешь, но моряком ты все-таки не станешь». Смешивание всевозможных вин и виноматериалов называется купажированием. Поэтому, если предыдущую бутыль мы спустили сюда, урожай 2012 года, чисто виноградное вино, сладкое получилось у нас оно, то полусладкое, оно у нас формируется купажированием виноматериала виноградного прошлогоднего и свежего вишневого. Залью все это дело воском. Как раз будет, мне придется немножко его кондыбать, чтобы укутать в одеяло, там все прочее. И тут оно будет у меня стоять лет 20. Айда, кит-тык наверх. Роберт Хисамов. Сложился такой тандем. Роберт закончил журналистику, но увлекался кинематографом. Я операторского обучаюсь в Авгике. Есть возможность все что-то придуманное реализовать. Не просто книжки читать про кино, а реализовать. И вот мы с ним начали со съемок наших курсовых работ вместе. Он сразу очень много, я хочу сказать сразу, что он очень много внес мне интересного, потому что он очень много читал про кино, именно вот про режиссуру, про драматургию, все. А я все больше склонялся к технике. Где-то там по командировкам я все снимал самостоятельно, а вместе с ним потом все это дело претворяли в конечный результат. Я приезжаю, ему говорю: Роберт, слушай, вот тут мы 2 дня потратили на один кадр, но он не входит в концепцию того, что мы с тобой обговорили, вот про это кино там. Ну, грубо говоря, про доярку Машу мы сняли вот это, а вот тут я красиво там слесаря какого-то снял, интересно. Грубо говоря, вот такое сочетание. Он посмотрит весь материал с начала до конца, несколько раз, а потом, знаете, у него фраза была: это настолько вкусно снято, что обязательно должно войти в картину. И только из-за этого кадра мы меняем концепцию монтажа вообще. Вы представляете? Вот Роберт меня приучал к тому, что я не должен расслабляться. Надо вот это снять. Общий, средний, крупный адрес, все, разбежались. А найти что-то необычное, что-то интересное. Такого, что вот, ну, нормальный человек этого не увидит, понимаете? На этой операторской карте будет видно, ты, Шарамыга, снял вот так вот фигово, что у тебя все синит или рыжит, или красное, как я не знаю что, да? А для фильма нужно было вот так. Здесь образец негатив, позитив, с которого это спечатано. Вы мне будете... И плюс фотоизображение этого кадра. Я у них учусь. Я вам честно хочу сказать. Вот на днях принимал экзамен, да, а у меня задача такая, что я хочу все время привыкать, чтобы они умели как-то выражать свои мысли, формировать, умели мыслить в кинематографии и выражаться на кинематографическом языке. И вдруг они мне открывают глаза на новых операторов интересных. Один показал, оказывается, такие серьезные, интересные вещи они делают. Ребята, вот, ну, безо всякого финансирования это вообще. А с другой стороны, я на 100% уверен, что общение со мной для них тоже будет полезно. У меня такая ситуация получилась в Пхукете, да? Я просто преподаватель. А я одну мастерскую выпустил свою, да? У меня один парень в Авгик перевелся, Юра Данилов. Нормально снимает там сейчас, ну, в общем, долго рассказывать, да? А потом просто преподавателем 2 года. Вот сейчас говорят, ну, давай будешь мастерскую набирать свою, да? И знаешь, что последний раз сказали? Старый я уже, говорю. Пацанва вот это вот, она пускай не будет. А что она может им сказать? Кинематограф – это не работа в кино. Кино – это образ жизни.
не сумеет режиссер или оператор нормально выключить тумблер, оба, вот я сегодня закончил думать про этот кино, про этот кадр или про эту ситуацию, а завтра в 9 утра я опять буду про нее думать. Не получается. Сутками. И чем я еще люблю заниматься, это какой-то простой механической работой. Собирать урожай, копать грядки, ковыряться в бане, париться, вы понимаете? Сколько фильмов я придумал в ванной, вы не представляете. Когда мы организовали первую независимую структуру фильмопроизводства, у нас была такая называемая группа независимых кинематографистов Казани. Она существовала и на студии телевидения, и на кинохронике, это 90-е годы, там все прочее. Вот как раз про НЛО мы снимали, «Шок». И когда вечером что-то обговаривали, какую-то работу на завтра, и потом мне этот самый мой друган Мунир Казалишев звонит домой, хочет что-то еще сказать, ему жена говорит, он в ванной, тот сразу кладет трубку и говорит на следующий день, я понял, что у нас все будет по-другому. Потому что родится новое кино, вы понимаете? Вот только так, образ жизни, тогда что-то у тебя получится. А если работать как к станку, то этого не получится.